Еврорадио.FM. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, музычная рубрика «Такога вы не чулі», Маша Колесникова. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, музычная рубрика «Такога вы не чулі», Маша Колесникова при микрофоне, мой сегодняшний гость, рэпер Бакей, прывітанне. Привет. Увогуле, натуральна, што тут мы звычайна прэзентуем новы трек, і сёння Улад прыйшоў до нас з новай песняй, яна называецца «Корпорация монстров», і яна ўводзе у будучую эпішку Улада, эпішка называется «Экстра», і яна мусіць выйсці ўжо ў хуткім часе. Да, я очень на это надеюсь. Дарэчы, я бачыла фото, дзе твоя бабуля слухае гэты трек. Ці гэта нейкі фейк быў? Ой, нет, это шутка. Я так уже подумала. Нет, это просто такой интернет, социальный разгон, это, как говорится, песни, когда, и у людей лучше воспринимается информация, когда им не какие-то там кусочки скидываешь песен просто там в Инстаграме, а именно подкрепляешь это каким-то смешным видео, либо каким-то популярным человеком, у них это как-то по-другому воспринимается. Ясно. То боки Макс Корж, видать, коли давал своей бабуле послухать некий трек, это так само. Я своим родителям, они все послушали, одобрили, сказали, классно, все, можешь выпускать. Я не собираюсь на концерт? К сожалению, на этот концерт они, наверное, не попадут, в силу того, что сейчас дачный сезон, очень много забот на даче, поэтому я не обижусь, потому что они были на первом, это было самое главное для меня. А я нагадаю, что 31 траўня у культурным хабе ОК-16 пройдзе концерт Улада Бакея. Что там будет цікавага? Я? Там, во-первых, это большой концерт, его давно не было, сольный, плюс специальные гости будут, такие исполнительница Лиса и исполнитель Кокора. Вот, мои друзья хорошие, только они, никакого разогрева, ничего не будет, вот, и там почти 2 часа будет программа. Это я могу сказать сейчас точно. Не могу сказать, какие песни будут, потому что вдруг сейчас кто-то посмотрит и придет кто на концерт. Но то, что это будет долгий, длинный, хороший концерт, качественный, это точно. Дарэчы, до гэтага концерта былі пэўныя траблы, так? Ты ніяк не мог яго зладзіць па пэўных прычынах. Я думаю, што многія нашыя слухачы, гледачы чыталі навінкі у нас пра тое, што вось то творчасць Улада Бакея прызнавалі ў нейкіх гарадах беларускіх там нізкім мастацкім узроўнем, так? Альбо вось была такая прыдзірка да таго, што ёсць у пэўным тэксце нейкія непрыгожыя словы. Ты ўжо іх прыбраў, і зараз ужо чистенько и прыгоженько. Да, сейчас все хорошо, все нормально, но мы сейчас шутим, что я самый запрещенный рэпер в Беларуси. Из Беларуси в Беларуси. Вот, но благо мы довели это дело до конца, и хотя бы концерт в Минске, в столице, получился, то есть 16+, как мы и хотели, как мы и планировали, все здорово, так что всех жду, обязательно приходите. Классно. И гэты трек, ён сегодня будет гучаць упершыню? Да. То есть какие-то кусочки, естественно, в социальных сетях мои фанаты и слушатели, там, кто на меня подписан, видели, но именно полный трек я исполню прямо сейчас. Добре, таким чынам «Корпорация монстраў» з эпішкі «Экстра», з будучай эпішкі Улад Бакей прямо зараз на Еўрарадыё. Заныкать запах сигарет, спрятать айфон на морозе, зайти в любимую соцсеть, попросить отметить на фото, залететь на шумный флэт, купить непаленый шмот, обувку, чтобы не жалко, обрез провод под AirPods, табуном на моле, потолок шатать на базоте, хавать в KFC по купонам, извини, но хулиган поганит входа из колонок, валит белорусский рэп, тачка боком валит на Октябрьской стрит. Корпорация монстров наплодила. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Корпорация монстров наплодила. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Поколение не любит нас всех. Поколение не любит ждать вечно. Поколение
поколение не любит жить честно. Все так любят без лимит, все так любят аж зуди. Слухи летают и мне до земли. Все хотят славы, работа кипит. Кто там, что там, где там, чтобы как бы нам бы в дамке. Ничего не знаем, а хата с краю. Из провинции живу, МКАДа любовь. А села на веках девственницы любовь навсегда. Мечтают 16-летние, мы так не хотим взрослеть. Чувства роют котлован, с головой бы утопиться. И не нужен акваланг, остается лицезреть. И мелькают лица, выходя из комнаты. Не забудь сохраниться. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, 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 оу-а, не забудь сохраниться. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, оу-а, не забудь сохраниться. Поколение не любит нас всех, поколение не любит ждать вечно. Поколение не любит нас всегда. Поколение не любит жить честно. Поколение не любит нас всех, поколение не любит ждать вечно. Поколение не любит нас всегда. Поколение не любит жить честно. Поколение не любит нас всех. Поколение не любит жить беспечно. Поколение не любит нас всех. Поколение не любит жить честно. Поколение не любит нас всех. Поколение не любит жить честно. Такога вы не чулі. Гэта музычная рубрика на Еўрарадыё і карпорацыя монстраў ад Улада Бакея. Так, Улад, Да. все гэта ўводзе ў альбом «Экстра», так? Да. Я чытала, што ты кажаш, што гэта будзе такі светлы летні рэліз. Распавядзі яшчэ крыху, там вось пра пакаленне. Да, ну, конкретно эта песня посвящена нашему подрастающему поколению, ну, я не знаю, если так можно говорить, в 24 года, что вот 16-летние, сейчас 15-летние, то есть их образ жизни, их какие-то привычки, мои личные наблюдения за ними, ну, какие-то вот, ну, гиперболизированные какие-то штуки, да, высмеянные там. И мне захотелось об этом рассказать именно в такой манере, в таком вот Бо ты формате. упэўнены, што яны вось не любяць больш старэйшых людзей? Да они не любят всех, мне кажется. Серьезно? Но это мое мнение, что вот реально, будь ты повзрослее, будь ты там помладше, будь ты такого же возраста, у них, ну, я не говорю не про всех, естественно, то есть и в каждом поколении есть хорошие люди, но просто это вот именно на злобу дня, поэтому и корпорация монстров наплодила, то есть система выдает вот этих вот людей, и, ну, это можно сказать так, что это, ну, какая-то издевка. Но она подана очень мягко, очень, ну, так, лайтово, что нет такой прямо открытой агрессии, такой прямо в лоб, агрессивная какая-то музыка, там какие-то маты, опять же, там, не знаю, унижение чести и достоинства, а просто подмечаешь какие-то смешные штучки, которые ты даже сам проходил, через себя это пропускал, когда ты был в их возрасте, и вот так вот рассказываешь об этом. Але, ну, все ж пакаленне не любіць нас усіх, але, ну, ці яно безнадзейнае? Нет, поколение, как и я, ну, как и любой человек, он же растет, и как бы он вырастает потом, и какие-то вещи уходят, какие-то вещи он приобретает, но, опять же, все зависит от воспитания. И вот, возможно, как раз-таки проблема нашего вот сейчас подрастающего поколения, скажем так, это, возможно, не до конца такое вот серьезное воспитание. Слухай, а чаму вось бацькі не хочуць размаўляць з дзецьмі, ці дзецьмі не хочуць размаўляць з бацькамі?
Вось чаму так адбываецца? Што гэтаму перашкаджае? Потому что они не могут найти, наверное, общие точки соприкосновения. Добра, Да. а што рабіць вось, каб Я не знаю, яны знайшліся? нужно понимать, что, ну вот лично вот я даже на своем опыте могу сказать, у меня нет детей, конечно. Але у тебя ёсць бацькі, і Да, яны у меня ходзяць есть- на твае канцэрты, Да, а да. гэта ўжо значыць, што ў вас все ў парадку. Ну, все равно, то есть я просто рассуждаю так. Мои, ну, вот взгляды поколения, которое сейчас растет, у них одни. У меня, например, другие. У моих родителей еще более другие. И вот чтобы найти компромисс, надо, ну, либо пойти на уступки, либо друг друга понять. И когда происходит взаимопонимание, то есть ты понимаешь, например, 13-летний, 14-летний парень, там, девочка, понимаешь, что от тебя хотят родители, почему они за тебя беспокоятся, почему они там говорят тебе не гуляй поздно, да, то есть вот это вот забота, вот это все. И родителям понять ребенка, у которого он родился в другое время, он родился вообще в другие технологии, он родился при других обстоятельствах, вообще все поменялось, и ну, нужно понимать, что у него другие сейчас реалии. И родителям, и детям нужно, наверное, ну, детям сложнее, потому что они, ну, дети, да, подростки. Родителям все-таки больше нужно, наверное, идти на уступки какие-то и все-таки поставить себя на их место и примерно Ну, понимать. карацей, трэба ўмець размаўляць і ўмець адзін аднаго чуць. Конечно. Ну, меня, например, иногда в детстве нормально так... Падпрасоўваць. Да, подпрессовывали, и как бы я не жалуюсь на это, и считаю, что, возможно, иногда, ну, так не стоит делать, конечно же, потому что сейчас дети могут пойти подать в суд на своих родителей. Я раньше этого не знал, да, я шучу. Все было в меру, все было нормально, и я иногда просто вел себя, я сейчас это понимаю, это приходит с возрастом, я вел себя отвратительно в некоторых моментах, и я понимаю, почему, наверное, иногда у родителей уже не хватало терпения, не хватало каких-то слов, каких-то вот, ну, убеждений, и, ну, возможно, они хотели, так сказать, меня взбодрить, там, под затыльничком разок, да, и чтобы я уже включился, наконец-то, в математику, там, или что-то. Сім ты з Владом Бакеем сёння пра выхаванне. Да. Ой, як атрымалася. У нас не шмат часу застаецца. А давай все ж яшчэ пра EP Extra, Да, так? про EP 6 песен, 2 совместные композиции с исполнительницей Лисой, на ней будут «Шепотом» и «Навигатор». Очень реально летние, хорошие, ну, то есть эмоции вообще только позитивные. После того альбома, который у меня вышел до этого, я как-то по-новому задышал, потому что отпустил свои какие-то предрассудки, свои какие-то вот то, что меня сковывало в творчестве, что меня держало. Я думал, ой, не надо так делать, ой, там подумают что-то еще, там еще кто-то что-то. Вот, и я все это отпустил, все это убрал и просто делал так, как чувствую, и делал только на любви и на добрых положительных эмоциях. Слухай, яшчэ такі момант, вось я таксама прачытала, што ты лічыш, што там прадзюсар і лейблы гэта табе не цікава. Да. І тут просто такі момант таксама, Да. што беларускія музыкі, яны звычайна ныюць акурат і жаляцца на тое, што, блин, няма прадзюсараў, якія б намі зацікавіліся. Худзенька адказвай на гэта пытанне. Ну, смотрите, есть два версии развития. Есть лейбл, на который ты приходишь, например, ты не умеешь петь вообще ничего, и ты приходишь, и тебя там продюсируют, скидывают деньги, все, в тебя, в твое развитие, и ты становишься какой-то там популярной звездой в интернете или еще где-то. Есть лейбл музыкальный, куда ты просто, допустим, отдаешь свой альбом, например, как буду поступать я, ты отдаешь просто свой альбом, и его раскидывают везде, там, розетта, но ты не являешься участником лейбла, то есть ты дальше независимый артист, но просто твой определенный кусок творчества, скажем так, продюсируют другие люди, не ты сам, а вот другие люди. И, ну, мне кажется, есть все-таки лейблы, но просто лейблы заинтересованы больше в каком-то более молодежном созидании, ну, чем в, ну, не знаю, попсовом, там, в шоу-бизнесе. Ну, белорусского шоу-бизнеса как такового не существует. И, возможно, ребятам, которые хотят попасть на какой-то лейбл или продюсеру, им стоит пойти на Россию. В России очень много есть разных лейблов, и, ну, мне очень много предлагал кто, ну, лично мне там штук 5 точно писала, там, какие-то там сотрудничества и все тому подобное. То есть просто пробовать Ясна. на Россию. Тобто, у прынцыпе, у Беларусі можна быць незалежнымі музыкантамі, добра сябе адчуваць. Конечно. Нужно. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што гэта была музычная рубрика «Такого вы не чулі». Улад Бакей сёння прадставіў сваю новую кампазіцыю «Карпорацыя монстраў» з будучага альбома, міні-альбома «Экстра». Ну, а 31 числа ідзіце у ОК-16, там Улад будзе іграць сольнік. Приходите все, пожалуйста, всех очень жду. А 23-го, кстати, завтра концерт Лисы, прекрасной девушки. Приходите на нее концерт тоже. Так. Еврорадио.